Эта история началась в конце января. Истощенного щенка-скелетика или подбросили, или она сама заползла в подъезд. Сейчас это трудно сказать. Малышку уже кто-то искусал. Она замерзла, на улице было -50. На ноге был покус и была серьезная рана. Шансов у Дарины выжить практически не было. Но какая-то сила послала сверху Дарине помощь. Она оказалась в подъезде у доброго человека, у Юли, которая очень много для нее сделала. Я очень благодарна Юле. Она оказалась добрым и ответственным человеком. За то время, что Дарина прожила у нее, Юля сделала все, что было нужно. Она лечила ее, возила в клиники, делала прививки, глистогонки, все необходимые процедуры для того, чтобы Дарину спасти. Несмотря на то, что у Юли у самой большая семья, много маленьких детей, она уделяла ей огромное внимание. Она вложила в нее столько сил и души, что забыть это я никогда не смогу. Я считаю, что Дарина своей жизни просто обязана Юле. Ослабленная Дариной прошлой жизнью долго не могла прийти в себя, раны долго не заживали, с кишечником были проблемы, делали все очень осторожно и понемножку. Очень долго все это длилось, пока мы смогли подготовить ее к отлету. И вот, наконец, наступил день отлета. Дарина полетела в Москву. Папа, ты куда едешь? Мы какие нежные приехали. Вот какие нежные. Самые замечательные дети на планете. Вот она какой маленький. И все мой хорошенький. Что мой хорошенький? Выходите ловаться. Выходите ловаться. Давай пеленки тебе поменяем, малыш. Даринка ты моя. Давай, вставай, вставай. Ну давай, я тебя а то снять не смогу. А все очень просили фото-видео. Ой, ой, мой золотой, что лапочки-то у тебя там. Ой, поднимай быстрее лапочки. Давай, вставай. Ой, какой комбинезон тебе купила Юля. Ой, какое чудо прилетело. Вот он какой тепленький ты, да? Вот какой лапочки. Ну, привет. Ну, привет. Чё ты обиделся? Кто ты обиделся? Не обижайся. Кто там лает? Кто там лает? Вот какой хороший. Вот какой хороший. Мы просто немножечко пофотографировались, пока ждем. Давай, иди ко мне сюда. Иди ко мне быстрее сюда. Собака лает. Все, собака лает, не лай. В Москве Дарина прожила почти месяц на передержке. На передержке я тоже с ней все время была на связи. Я разговаривала с женщиной, тоже с очень хорошей и очень доброй. Человек тоже очень ответственный, которая лечила ее, занималась ею и готовила ее к следующей жизни. Я принимала непростое для себя решение, взвешивала все за и против. За то время, что я занималась
помощью Дарине я очень привязалась к этой крошечке. Дарина стала для меня намного больше, чем просто спасаемая собачка. И вот, наконец, дата приезда Дарины была обозначена. Я готовилась очень долго, переживала, как она перенесет дорогу, как она прилетит, как она будет себя здесь чувствовать в новом доме. У меня уже есть один питомец. Боялась, честно говоря. И вот 9 апреля возле моего дома остановилась машина, и я взяла в первый раз на руки мою долгожданную девочку, уставшую от дальней дороги, от постоянной смены жилья, людей, круговорота мест. Наконец-то у Дарины появился свой дом, своя миска, и я, ее единственный человек, которого она, наверное, ждала. Она с такой благодарностью, с такой любовью смотрит на меня и старается понравиться, и старается быть хорошей девочкой. Конечно, все непросто, период становления еще идет, все друг к другу привыкают, но все равно я, в свою очередь, буду очень стараться, чтобы дать настрадавшемуся ребенку счастливую, спокойную жизнь, которая бы ей была приятна, ну и всем остальным. Я очень благодарна всем, кто принимал участие в спасении, лечении и переезда Дарины на постоянное место жительства. Пусть этим людям сопутствует удача и счастье.